В прямом эфире чеченской «Вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 24 сентября. Грозный ценит. Участникам СВО до 10% скидки на жилье в новом столичном районе. Источник знаний. Федеральный центр Люкшер запланировал Люкшер планирует капитальный ремонт РДК. В селе Махкеты открыли модельную библиотеку нового поколения. Начнем с важного. На фоне продолжающейся блокады из сектора Газа региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать поддержку местным жителям. В рамках беспрецедентной гуманитарной миссии закуплено и доставлено более 1000 тонн продовольствия. О том, как реализуется эта акция в эпицентре гуманитарной катастрофы, репортаж Медины Мударовой. Мы живем в стране смерти, словно существуем, а не живем по-настоящему. Мы не спим, как обычные люди, и у нас нет еды, как у других. Потери родных, голод, безысходность. Палестина сейчас проживает одну из самых мрачных глав своей истории. Война обрушилась на мирное население с новой силой, причинив невосполнимый ущерб инфраструктуре, экономике и, что самое ужасное, человеческим жизням. Люди живут в импровизированных лагерях. Надежды почти не осталось. Мы страдаем от боли, разрушения, голода. Мы очень устали, я клянусь, очень устали. На помощь, как и всегда, приходит региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках масштабной поддержки доставляются медикаменты, продовольствие и другие необходимые продукты. Масштабы акции делают ее одной из крупнейших в истории фонда. На этот раз жители Палестины получили 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды. Благотворительную миссию курирует помощник главы, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров. Мы вместе с нашими братьями и семьями подготовили большое количество продуктовых наборов в знак искреннего удара от братского чеченского народа для своих братьев-палестинцев в секторе Газа. Эти продовольственные наборы предназначены для того, чтобы раздать их людям в местах их переселения и временного проживания. Благодаря вашей постоянной поддержке и щедрости мы можем продолжать оказывать помощь тем семьям, которые сегодня как никогда нуждаются в вашей заботе и участии, вплоть до прекращения этого геноцида, совершаемого против них в результате израильской агрессии на секторе Газа. Акция прошла в Дайр-Балахе, Мухаям-Биа, Кулия-Палестине, Махаям-Буркас. Те, кому уже дошла гуманитарная помощь, выражают большую благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и президенту общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне. Людям хватает просто знания того, что о них помнят и помогают. Благодарю весь чеченский народ за такую поддержку. Хочу выразить огромную благодарность чеченцам за помощь. То, что в этом пакете для нас очень важно. Мы благодарим вас, чеченский народ. Благодарим чеченский народ за продукты питания, всю гуманитарную помощь. Стоит отметить, что и сам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров держит ситуацию под личным контролем и в режиме видеосвязи интересуется ходом реализации акции. Организация во главе со своим президентом Аймани Кадыровой систематически оказывает помощь палестинскому народу с первых дней конфликта. Только на размещение и полное обеспечение семей, прибывших в Чеченскую Республику из Газа, фонд направил около 600 миллионов рублей. Люди получили жилье, работу, дети, возможность учиться и адаптироваться в мирном обществе. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На первой линии застройки 5-го района Грозного строительство на финальной стадии. Совсем скоро состоится открытие. Участникам СВО, которые хотят приобрести там квартиру, предлагают скидку до 10%. О возможности снижения стоимости жилья для военнослужащих ранее заявлял глава в ходе инспекции. Обо всех деталях этой меры поддержки в репортаже Рабиат Гайтиевой.
Днем и ночью в несколько смен рабочие возводят жилые комплексы в новом районе имени Владимира Путина, чтобы как можно скорее заселить первые семьи. Но для особой категории граждан, участников специальной военной операции, здесь готовы не просто дать ключи от новой квартиры, но и сделать это на особых льготных условиях. Соответствующее поручение дал лично глава республики Рамзан Кадыров во время очередной инспекции вместе со своими соратниками. Участники СВО цандон поддержки алалидон местных участники СВО цандон наласкит гёчдон квартиру моей шандас наласкит гёчдон болдина это он же полный цель список ума эмодегар хая цецга хичет полный цель взаимодействуешь инвестор шавегой цеза уцерк силкаевич полный был бирбонус. Строительные компании и инвесторы инициативу поддержали незамедлительно. Была совместно разработана гибкая система скидок в размере 5% от стоимости квадратного метра для всех участников специальной военной операции. А для тех, кто получил ранение в ходе боевых действий, скидка увеличена до 10%. У нас в компании регулярно участники СВО покупали квартиры, они регулярно приходят на консультации. Но с недавнего поручения главы о предоставлении скидок участникам СВО, то есть спрос возрос многократно, мы ввели скидку для участников в размере 5% от стоимости квартиры, для участников СВО, получивших ранение, до 10%. Так что поручение главы нами полностью исполнено, и просто какой-то бум произошел в офисе у нас, они приходят, мы их консультируем. Я думаю, это очень полезно и для нас, но и в первую очередь и для участников специальной военной операции. Реальные льготы уже работают. Агент по недвижимости Хамзат Хациев стал одним из тех, кто помог участнику СВО оформить договор купли-продажи с учетом льгот. Его клиент, военнослужащий, вернувшийся с фронта, смог сэкономить значительную сумму для семьи. Эта сделка представляет из себя продажу двухкомнатной квартиры в ЖК «Голд». И что примечательно, так это то, что данная скидка, которая была объявлена по указанию главы Чеченской Республики, помогла ему сохранить значительные средства. Это сумма около 6,5-7 миллионов рублей стоимость. Так вот, он смог сохранить 700 тысяч рублей. Эту сумму он сможет использовать для закупки строительных материалов, либо для каких-то своих нужд. Это достаточно хорошая, солидная часть данной сделки. Пока будущие новоселы выбирают квартиры, в новом районе кипит работа. Основные строительства на объектах почти завершены. Сейчас бригады благоустраивают территории, занимаются озеленением, прокладкой коммуникаций и созданием современной инфраструктуры. Слева, справа, с Путинска, чуя хаз узоршия, швай, орнамент, яс ногче орнамент. Иза яш, короче, кустарник ша, иза яш, огуанда, бутюш, хаз парк сан ишталметик я чошу, юкалметик полностью я чинялю, дамаш, алга уже тагандерди да муга. Сацбел что озеленение. До того хаз видаю, о хазметик шел, что дела, есть мегадол, что хохаметик. Район растет буквально на глазах. Благодаря чуткому контролю и постоянной поддержке со стороны региональных властей жители получают самые прекрасные условия для жизни. Первая линия почти готова к торжественному открытию. Дорожные покрытия и освещение смонтированы. Остаются финальные проверки коммуникаций и последние штрихи. Рабочие уже отмечают обновленные тротуары и благоустроенные зоны отдыха. Ребят Гайтиева, Джабрат Хаджи, Вести, Чеченская Республика. 8 тысяч экземпляров книг, специальной зоны для слабовидящих и компьютерный класс. В селении Махкеты Веденского муниципалитета состоялось открытие модельной библиотеки. Она призвана стать центром знаний и вдохновений для всех жителей, детей, молодежи, педагогов и творческих людей. О торжественной церемонии открытия. Репортаж Турпала Тайсумова. Чтение – вот лучшее учение. Теперь проводить время за приобретением знаний смогут все желающие в селе Махкеты Веденского района. На базе Дома культуры будет действовать модельная библиотека. На открытие прибыли официальные лица субъекта. Глава администрации муниципалитета Турпал Али Абдулазизов в своей речи поблагодарил руководство региона за очередной подарок.
дукка она осталдина, ой мехнанс дукка она осталдина, ой школыншу, ой реабилитационный центр, ой больницу, ой образцовый юртюк ой таганар. Мылх юрт халачи, таган хок юрт арсан нисегар, шки юрт штагу болха бой, далда берктивел. Библиотек хилар цату таган ой дикур что жоран юш хилчи бена адам квертуа, цун хайкалва бог бирбат. Это значимое событие не только для местных жителей, но и всего района. Благодаря созданию библиотеки книжный фонд увеличился на 2000 экземпляров и теперь насчитывает свыше 8000. Условия самые современные, рассказал заместитель министра культуры Чеченской Республики Маулди Айдамиров. Модельная библиотека, Юшхумаю, Юташ, Хлиешер, новый мелли ахла, Хоушаду, федеральный центр Люкшер, запланировал Варха, Юэда, Алмола, Хурайоне, Авайхе. Юкшер планирует капитальный ремонт РДК, ЮАЙ. За ЮАЙ Юкшер, это что до Киев, что модельная библиотека, что чудо, что радушен, массу компьютер, Вахен, Берен даже шалуза лучше, езя ейша, доступ к интернету шайгел, что хопухан, да, мяля чуна. Айсас массага баркада, да, что массана дейлерис хелда дехабертки. После исполнения стихов и песен от школьников гости дали старт работе учреждения. Они осмотрели все, что будет предоставлено читателям. Читательский клуб, да? Модельная библиотека станет центром знаний, встреч и вдохновения для людей разных поколений – детей, молодежи, учителей и представителей творческих профессий. Это поможет сохранить любовь к книге. Турпа Лолита Исумов, сайт Селиман Пукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась творческая встреча народного артиста Евгения Князева в рамках образовательной программы Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Спикер погрузил слушателей в атмосферу поэзии Арбима Макаева и Александра Пушкина. Особую выразительность вечеру придала симфоническая музыка. Об атмосфере репортаж Римлы Джамалдиновой. Прошло еще около 10 минут, а рощи все не было видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами, метель не утихала. Зрительный зал полон. Публика, затаив дыхание, слушает каждое слово. Народный артист России и Чеченской Республики Евгений Князев читает «Пушкинскую метель». Творческая встреча проходит на сцене Чеченского государственного театра юного зрителя в рамках 6-го Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Для этой метели специально Георгий Сферидов написал такую музыку, а мы ее постарались по смыслу, по духу подложить таким образом, чтобы она соответствовала. И нужно было попасть в ноту, в высоту, мощь звучания или тишину звучания. Вот нужно было совпасть. И у нам с оркестром сегодня это удалось сделать. И я просто удивлен, как хорошо симфонический оркестр, как они замечательно и слаженно играют. Поэтому мне хотелось бы их очень похвалить, очень точно, четко делали всю свою работу. И, ну ведь смотрите, я опять же про то, что мы находимся в Чечне, и как мы нашли 2 вальса чеченских, которые прозвучали, и как они прозвучали замечательно. Мне самому это понравилось. Артист не оставил без внимания литературу чеченских поэтов. Он зачитал стихотворения Арби и Магомеда Мамакаевых. Строки произведения звучат особенно проникновенно в сопровождении симфонической музыки. Здесь Лермонтово сердце чаще билось, здесь воду сладило, России сын. В знак признательности Евгению Князеву преподнесли уникальный подарок – эксклюзивные часы как символ уважения и благодарности за его внимание духовному наследию региона. Коллектив симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова под управлением главного дирижера и художественного руководителя народного артиста России, Чеченской Республики и Дагестана Валерия Хлебникова является одним из самых ярких и уважаемых коллективов, широко известный как по всей стране, так и за ее
ее пределами. Музыканты продемонстрировали филигранное мастерство и умение тонко чувствовать слово, превращая каждое произведение в яркое художественное событие. Настолько все это было емко, четко, ясно. И потом он читал настолько ярко, что я думаю, что не только у меня и у оркестрантов, но и у публики возникали яркие образы, прямо зрительные. Поэтому, конечно, он выдающийся артист. Ну и сам факт, что Евгений Владимирович в конце прочитал стихи чеченских поэтов, а мы, соответственно, сыграли музыку чеченских композиторов, это принесло свой, так сказать, вишенка на торте, как мы говорим. Аплодисменты зрителей не смолкали ни на минуту. Для многих эта встреча стала возможностью прикоснуться к высокой культуре и почувствовать единство традиций. Народный артист России и Чеченской Республики Евгений Князев вместе с симфоническим оркестром Чеченской Республики подарили Грозному особую встречу с классикой. Пушкинская метель зазвучала иначе. Судя по реакции публики, такие события находят отклик и остаются в памяти надолго. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. 17 команд, 2 дня состязаний, 122 участника. В Грозном состоялся первый всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди дисциплин метания теннисного мяча, прыжок в длину, подтягивание и бег. Имена победителей в репортаже Ахмеда Рамазанова. Грозный стал спортивной столицей для особенных атлетов. В эти дни спорткомплекс имени Белимханова принимает всероссийский фестиваль ГТО для спортсменов с нарушением слуха. На старт вышли те, кто уже доказал свое право на эту победу. 11 взрослых и 6 юношеских команд из разных уголков России, прошедших региональные отборы. В каждом регионе это команды-победители. В некоторых регионах, допустим, про свой регион могу сказать, Удмуртская республика, мы в этом году, к сожалению, не приняли участие, просто не смогли сформировать команду. Во многих не так много участников, из которых проводится отбор. Больше похоже как бы на отбор, но в любом случае команды готовятся, и это мы видим по результатам финала, который состоялся, буквально завершился сегодня. Чтобы все было по-честному, перед началом соревнований детальный брифинг. Опытные судьи лично объясняют участникам все тонкости предстоящих испытаний и внимательно следят за каждым движением, чтобы фиксировать результаты максимально объективно. Данный фестиваль проходил у нас в 2 дня. По подготовке. Подготовка проходила, в принципе, стандартно. Мы имеем уже опыт проведения подобных мероприятий. Ранее, в 2022 году, мы проводили фестиваль всероссийский среди студентов. Поэтому как-то, все стандартно, все, в принципе, мы и так уже знали, как что проводить. В финальный день участники соревнуются в командной эстафете. Спортсменам предстоит пройти ряд дисциплин, такие как отжимания, упражнения на пресс и подтягивание на турнике. Участники сдают один из ключевых нормативов – прыжок в длину с места. Чтобы сдать норматив, нужно преодолеть отметку 180 сантиметров. Судья фиксирует попытку. Атмосфера невероятная, каждый прыжок встречают аплодисментами. После соревнований прошла церемония награждения в общем командном и личном зачетах. Лучший взрослый коллектив определился в ожесточенной борьбе между участниками Челябинской области и Краснодарского края. С отрывом 3 очка победили атлеты из Челябинска. На 3-ю ступеньку пьедестала поднялась команда из Москвы. В детском общем зачете уверенную победу одержала команда из Воронежской области. Серебро у московской команды, а бронзу забрали юноши и девушки из Нижегородской области. Этот кубок переходящий, и теперь команде Воронежской области, забравшейся на высшую ступень пьедестала, нужно будет доказать, что они оказались там не случайно. Вячеслав Лавренов, представитель ростовской команды, в соревнованиях показал лучший результат и завоевал 1-е место в личном зачете. Принимаем участие во 2-м этапе, принимаем участие в фестивале ГТО. Мы очень рады находиться в этом городе, в городе Грозном. Я на 9-й ступени получил золотую медаль в личном зачете. Подтягивание на пресс, прыжки с места, стрельба с электронного оружия. Да, есть, конечно, сильные. Вот по стрельбе я обогнал кого обогнал? Краснодарский край,
Да, Краснодарский край обогнал на втором месте. Соревнования позади. Медали нашли своих героев, но самое главное, каждый участник уносит с собой уверенность в своих силах и заряд невероятной энергии. Именно ради этого и возрождали комплекс ГТО в Грозном. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Сегодня в 22:50 смотрите в нашем эфире пресс-конференцию управляющего чеченским отделением социального фонда Мохматеми Ахмадова с журналистами. Узнайте меры поддержки участников СВО и их семей, о пенсионном коэффициенте, а также о том, кто может претендовать сразу на 2 пенсии. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Авайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.